По сравнению с прошлым годом число зарегистрированных некоммерческих организаций в республике заметно выросло. Теперь их 829. Среди них и те, что существуют только на бумаге, отмечают в управлении Минюста. Чем конкретно они заняты и насколько полезны региону, предстоит выяснить участникам координационного совещания. По 8 организациям была проведена работа Минюст. Действительно выявлено ряд недостатков, которые они не занимаются тем, которые поставлены по уставам задачам. Их задача не заниматься коммерческой организацией, а для развития этой организации нужно осуществлять работу. Несмотря на то, что многие некоммерческие организации создаются в просветительских и образовательных целях, к некоторым из них стоит присмотреться, считают здесь. Появились законы о так называемых иностранных агентах, то есть тех организациях, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью. Вместе с тем, значительные суммы финансирования выделяет и государство, то есть на следующий год, если не ошибаюсь, там порядка 6 миллиардов рублей правительство России выделяет на развитие некоммерческого сектора. Тщательной проверке подвергнутся деятельность и счета некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа. Здесь вспомнили случай с комитетом против пыток, сотрудники которого на территории республики занимались агентурой. Это официально признано Минюстом России. В рамках валютного контроля сейчас проводим инвентаризацию всех валютных счетов, всех без исключения предприятий. Мы получили централизованное задание ФНС с тем, чтобы проревизировать валютные счета, нынешнюю ситуацию, сложившуюся в России. Мы сейчас по валютным счетам работаем. Между тем, СМИ предложено больше освещать деятельность НКО, чтобы их работа была максимально прозрачной и понятной тем, кто в них нуждается. Управление Минюста будет проверять деятельность каждой некоммерческой организации. Под сомнение существования поставлены такие, которые не занимаются тем, что прописано в их уставе. Каждый представитель соответствующих служб выявит нарушения в рамках своих полномочий. Луиза Андеева, Магомед Мударов. Новости.